Сегодня вот по предложению библиотеки мы с вами поиграем в игру, которая называется «Эрудит Квартет». «Эрудит Квартет» — это командный аналог достаточно известной телевизионной игры «Своя игра». Первый раунд открыт. Я вам сообщаю 4 темы, в которые вы будете играть. Вы внутри команды решаете, кто на какую тему идет. В каждой теме игроки вот садятся, у каждого будет кнопка. Значит, в каждой теме 5 вопросов возрастающей сложности от 10 до 50. Я читаю вопрос. Если вам кажется, что вы знаете правильный ответ, вы жмете на кнопку. Если опередили других, у вас загорелась лампочка, я показываю, кто ответил, вы отвечаете. Если игрок отвечает правильно, он приносит своей команде сумму вопроса 10, 20, 30, 40 или 50. Если игрок отвечает неправильно, из суммы команды вычитается. Второй раунд будет темный, вы сначала сядете, потом тема сообщается. И третий раунд будет полуоткрытый, тема сообщается, игрок выходит. Тема сообщается, игрок выходит. Вопрос за 10. Тема «Москва, спаленная пожаром». Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Назовите автора и название стихотворения, начинающегося этими словами. Отвечает малославец. Лермонтов. Почему ты долго жмешь? Спокойно. Полный ответ. Автор и название. Тишина. Ну что? Вы сказали Бородино. Лермонтов, Бородино, плюс 10. Да. Кавалерия за 10. Согласно Александру Розенбауму, только шашка ему во степи подруга, только шашка ему во степи жена. Отвечает Лейпциг. Конечно. Вопрос за 20. Кавалерия, в которой использовались кони быстрых и малых по массе пород, способных совершать длительные дневные переходы на подножном корме без существенной потери боевых качеств, называлась именно так. Легкая кавалерия. Вопрос за 40. Особая кавалерийская часть в русской гвардии в 18-м, начале 20 века, исполнявшая также обязанности телохранителей и почетной стражи во время коронации и других торжеств, носила такое название. Ватерлоо. Гусары это нет. Минус 40. Зачем? Кто хочет попасть? Спокойно, спокойно. Есть благородное дело. Это тяжелый род кавалерии. 3. Лейпциг. Кирасир. Кирасир это минус 40. 3, 2, 1. Это кавалер гарды, кавалер всадник, гард для охраны. Вопрос за 50. Ничего страшного, но мы играем, получаем удовольствие. Бородинская битва, продолжавшаяся с половины 6 утра до 7 часов вечера 26 августа 1812 года, считается самой кровопролитной в истории среди таких сражений. Как бы указание времени как бы намекает вам на правильный ответ. 3, 2. Ладно, терять ничего, пусть будет, не знаю, дневных. Я зачту однодневных, конечно. По цитате нужно будет назвать поэта, автора. Вопрос за 10. Ну уж был денек, сквозь дым летучий, французы двинулись как тучи, и все на наши ведут. Тишина. 3, 2, 1. Спокойно. Ватерлоо. Лермонтов это плюс 10 до Бородино. Вопрос за 20. Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима и русский бог. Писал этот поэт в 9 главе своего романа. Аустерлиц? Конечно, Евгений Онегин, Пушкин. Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали свет,
очаровательные фразы минувших лет. Так начинается стихотворение генералом 12-го года этой поэтессы. Аустерлиц – это минус. Три, два, один. В зале есть частную версию? Нет, это Марина Цветаева. С вами мы играем тему Наполеон Бонапарт. После первого раунда плюс 40, минус 10, минус 10, плюс 10. Вопрос за 10. Намекая на происхождение Наполеона, недружественные газеты часто называли его таким чудовищем. Корсиканским, это плюс 10. Вопрос за 20. Первые победы Наполеон одержал, командуя подразделением этого рода войск. Лейпциг? Да, он артиллеристом был. Вопрос за 30. Франция, армия, авангард. Эти слова, произнесенные Наполеоном, стали достоянием истории именно поэтому. А это были его последние слова перед смертью. Вопрос за 40. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуана. Людоед идет к Грасу. Узурпатор вошел в Гренобль. Бонапарт занял Леон. Наполеон приближается к Фонтенбло. Назовите населенный пункт или титул, которые упоминаются в последнем заголовке газеты, опубликовавшей вышеперечисленные перлы в 1815 году. 3, 2, 1. Ну, это исторический факт. А можно сказать, да. Раз уже вне конкурса, Да. Может быть, император занял Париж? Конечно, его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Это исторический факт. Одна газета вот публиковала, по-моему, там разница меньше недели были между этими заголовками, пока он продвигался к Парижу. Можно было назвать Париж или взять 40 очков. Ну хорошо. Вопрос за 50. В 1788 году, будучи поручиком, Бонапарт пытался поступить на службу для участия в войне с Турцией в армию этого государства. Лейпциг? Да, плюс 50. Вторая тема темного раунда – Кутузов. Вопрос за 10. Так звали отца Михаила Голенищева-Кутузова. Ватерлоо? Конечно. Вопрос за 20. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, первый полный кавалер этого военного русского ордена. Военный русский орден не так много, и, собственно говоря, самый известный. 3, 2, 1. Аустерлиц. Святой Георгий это плюс, конечно. Вопрос за 30. Оба тяжелых ранения в голову, наложивших заметный отпечаток на его внешность, Михаил Кутузов получил в войнах с этим противником. Так. Ватерлоо. С Турцией, да, это плюс. Кутузов особо отличился при взятии русскими войсками под командованием Суворова этой считавшейся неприступной турецкой крепости. Тишина. Ватерлоо. Измаил это плюс 40. Так, главным противником назначения Кутузова главнокомандующим русскими войсками в 1812 году был именно он.
Кутузов. Ой, Кутузов. Еще раз. Это плюс 50, да. Мы играем в свою тему Александр I. Вопрос за 20. В манифесте от 12 марта 1801 года новый император принял на себя обязательство управлять народом по закону и по сердцу своей премудрой бабки. Как звали бабку? К сожалению, он почитал. Что-то у нас не мигает почему-то, но меня видно. Как звали бабку? Куда торопились, да? 3, 2, 1, как бабка? Вторая Екатерина. Конечно, Екатерина. Закончите эпитафию Александра Пушкина на смерть императора. Всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в... Тишина. Ну, если эпитафию рифмоваться, как бы должно быть. Ну да, вот сейчас свой ритм приду. 2. Город такой. 1. 0. Простыл и умер в Таганроге. Вопрос за 50. Александр I был крестным отцом этой английской королевы. Но их не так много английских королев в 19 веке. Виктория. Конечно, мы с вами играем тему «Военная галерея». Не бойтесь, это не страшно. Вопрос за 10. Военная галерея, состоящая из 332 портретов русских военачальников, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, расположена в этом некогда столичном городе. Санкт-Петербург. Конечно. Пожар, начавшийся в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года, уничтожил убранство всех залов. При этом не пострадал ни один он. 3, 2, 1. При этом не пострадал ни один портрет. Портрет князя Сергея Волконского был написан для военной галереи еще в 1823 году, но появился в ней только 80 лет спустя. Почему произошла такая задержка? 3, 2, 1. Нет ответа. Ну, Сергей Волконский был участником восстания декабристов, соответственно, в 30-х годах его не могли туда поместить, а потом в конце 19 века отношения с декабристами изменилось, и его портрет был размещен. Теперь третий раунд. Я называю одну тему, выходит один игрок, на следующий другой и так далее. Мы с вами сыграем тему, начинается на К. Ну, то есть, как нетрудно догадаться, все ответы будут начинаться на букву К. Выстрел ею с близкого расстояния наносил наибольший урон наступающим войскам. Выстрел ею. Зачем могли упор стрелять по наступающим войскам? На букву К. Корчей. Да, плюс 10. Батарею Раевского, в ходе атак, на которую наступающие понесли большие потери, в наполеоновской армии называли кладбищем французской ее. Конница. Кавалерия и конница, да, плюс 20. Многие русские генералы в периоды Отечественной войны были небогаты. У половины из них даже не было в собственности их. А у Старыцких? Кого? Коней это минус. Тишина. Так. Крестьянских душ. Я зачту крепостных крестьян, да. Хорошо. 210, 20, 60, 60. Реки и мосты. Вопрос за 10. Деревянные или железные плоскодонные суда
используемые в качестве опоры плавучих мостов, называются так. Мост через реку как называется? Так. Понтон, конечно, везде. Вопрос за 50. Тема реки и мосты. Мост через Темзу в Лондоне, построенный в 1817 году, был назван в честь этой битвы. 3, 2, 1. Ватерлоо, конечно, плюс 50. Вопрос за 30. Название этого вида конницы происходит от французского слова, в переводе означающего дракон. Тишина. Ну, по созвучию попробуй. Тишина. Тишина, тишина. 3. Драконы, конечно. За 20. Наполеон говорил, что генералов хороших у России нет, кроме его одного. А Клаузевиц называл его человеком с репутацией хорошего рубаки. Барклай де Толли это минус 20. Бакарчон это плюс 20. Этот главнокомандующий русской армией на начальном этапе Отечественной войны является полным кавалером ордена Святого Георгия. Вот сейчас Барклай де Толли, да. Итак, последний вопрос. Серебряная она упоминается в качестве награды за 1812 год в истории многих российских воинских соединений. Серебряная она. 3, 2, 1. В ответе должно было быть буквосочетание «ба». Это минус 50, к сожалению. 3, 2, 1. Большая. Нет. Слово «большая» пишется серебряная труба. Это новое известно. Итак, я благодарю вас за участие. Мы подводим итоги. Почетное 4-е место заняла, ну, собственно, как и положено этому печальному сражению, команда Аустервиц, минус 30. Третье место у кровопролитнейшей битвы народов это Лейпциг. Второе место у них 30, у малоярославцев 80 и Ватерлоо 230.